Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей информационной программы «Неделя» в студии Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Социально-экономическое развитие региона, участие чеченских бойцов в СВО. Эти и многие другие темы обсудили в ходе рабочей встречи президент России Владимир Путин и глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас. Под вашим руководством многое сделано в республике. Сохранить и приумножить. В Грозном отметили День чеченского языка. Знание священного писания – основа веры. В селе Мэрту прошел конкурс чтецов Корана. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. И Аллах дела дин аштуалдах, янсурху ос Аллах дал шутуалор душун, ва юсаббит aqdamakum дал шукак чарбирбу. Оггур халгар дин дюн daha, ва пачаха дел дуаштуалош ар велир, дел дин туалош ар велир, дел дин туалош хавогошу, цундера дал туала ви, дал эхто би кит айогошул хан чуах, и Аллах дел дуаштуалда, дел дин туалда. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили коллективную молитву. В Москве президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Хаджи Кадыровым. Обсудили вопросы социально-экономического развития республики, участия в специальной военной операции и меры по ликвидации последствий стихийных бедствий. В ходе встречи также затронули тему предстоящих выборов в регионе. Репортаж Халимат Шахидовой. На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Рамзан Хаджи Кадыров первым делом поблагодарил его за уделенное время и внимание к нуждам республики. Он отметил, что благодаря личной поддержке главы государства регион демонстрирует устойчивое положительное развитие. Привет, раз вы видите. Пожалуйста, прошу вас. Как дела в республике, Рамзан Хаджи? Я краще доложил бы обстановку республики. Во-первых, спасибо вам, что нашли время для встречи со мной. Благодаря вашему личному вниманию и поддержке социально-экономическое развитие региона сохраняет устойчивую динамику, демонстрирует высокие результаты. Успешно реализуются госпрограммы и нацпроекты. Рамзан Хаджи Кадыров доложил о достигнутых социально-экономических показателях республики. По итогам прошлого года план по собственным доходам был перевыполнен на 122%. Ранее Чеченская республика заняла первое место в стране по темпам роста валового регионального продукта, а уровень безработицы в регионе снизился до рекордного низкого уровня 3%. По итогам прошлого года мы перевыполнили план по собственным доходам, рост которого составил 122%. В 2024 году мы вышли на первое место в России по темпам роста валового регионального продукта. Если в среднем по стране этот показатель составляет 104,5%, то у нас это 122,6%. Безработица составила рекордные 3,1%. Глава государства высоко оценил стабильную социально-экономическую ситуацию в регионе. Он отметил масштабные изменения, произошедшие в республике за последние годы. В регионе успешно реализуются государственные программы и национальные проекты, субъектов в числе лидеров во многих направлениях. Безработица в республике безработица более 80%. Безработица к началу прошлого года, 2025 года, первого квартала 8% безработица. На сегодняшний день в республике безработица 3,1%.
процентов угайлюзи. Из-за худого дальше республика социально-экономическое направление низ Богдеш Рамзан Ахмадович направление низ халара наш более больный когда болдойсон и низ хагой что всегда тагана осхая более больный тагана результат хагой что может направление любой национальный халяч безработица угайловой нас проект что первый методовой придука направление культура образование здравоохранение. Чеченская республика вносит значительный вклад в проведение специальной военной операции. За весь период в зону боевых действий было направлено свыше 70 тысяч бойцов. Существенную поддержку военнослужащим оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Чеченская республика продолжает принимать активное участие в спецоперации. Всего подготовлено и отправлено более 70 тысяч бойцов, свыше 12 тысяч из них награждены государственными наградами. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова направил на СВО 2830 единиц спецтехники, в том числе 291 машину, около 18 тысяч квадрокоптеров, около 113 тысяч комплектов экипировок, а также антидронные приборы ночного видения и иную технику. Также фондом направлено почти 30 тысяч тонн гуманитарной помощи. В конце марта текущего года республика столкнулась с масштабным стихийным бедствием. Интенсивные осадки и последовавший паводок привели к потоплению жилых домов и повреждению объектов инфраструктуры. В ликвидации последствий были задействованы все необходимые силы и средства. Благодаря оперативно принятым мерам удалось избежать человеческих жертв. Владимир Путин отметил слаженную работу региональных властей во взаимодействии с федеральными структурами. Уважаемый Рамзан Ахматович, я посмотрел, как у вас активно идет работа по преодолению последствий стихии. Видел и знаю, как вы работали вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с вашим хорошим знакомым и другом, с министром, который направлен в регион. Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей. И, как я уже просил и по Дагестану, чтобы подходили к оценкам неформально и помогли всем, кто нуждается. Владимир Путин также высоко оценил мужество и героизм военнослужащих из Чеченской республики, участвующих в специальной военной операции, назвав их настоящими воинами. Он выразил благодарность Рамзану Хаджи Кадырову и чеченскому народу за значительную поддержку в проведении специальной военной операции. Второе, хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции, и из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы. В сентябре текущего года в регионе пройдут выборы главы Чеченской республики. Подготовка к ним уже активно ведется. Владимир Путин выразил надежду, что жители субъекта в очередной раз поддержат Рамзана Хаджи Кадырова. Что касается ситуации социально-экономической, в целом она стабильная в республике, я это знаю. Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас под вашим руководством. Многое сделано в республике. Она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой результат, большой значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает. Глава государства также призвал другие регионы страны брать пример Чеченской республики по уровню рождаемости, отметив, что регион занимает первое место в России. В связи с этим он поручил усилить работу в сфере дошкольного образования. При этом хотел бы обратить внимание ваше на два момента. Первый – это доступность дошкольных учреждений. Вы сами знаете, мы с вами обсуждали, нужно, конечно, предпринимать необходимые действия для того, чтобы
и школ было побольше, и дошкольных учреждений. Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо. Но многие другие республики и субъекты федерации должны брать пример с Чечни. И если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов. И мы все будем делать для того, чтобы поддержать это направление вашей работы. Отдельное внимание президент страны уделил успехам в сфере здравоохранения региона. Он высоко оценил созданные условия для работы врачей и обозначил приоритетную задачу – дальнейшее увеличение числа медицинских специалистов. Количество специалистов, врачей тоже, конечно, нужно увеличивать. Я знаю, что вы для этого многое делаете, создаете условия для того, чтобы врачи оставались и приезжали на работу в Чечню из других регионов России. Знаю, что вы все делаете для того, чтобы обеспечить не только их безопасность, но и благополучие и продвижение по карьерной лестнице. В целом хочу вас поблагодарить за работу и пожелать успеха. По инициативе Рамзана Хаджикадырова в регионе реализуется комплекс мер по привлечению кадров. На текущий момент в системе здравоохранения республики задействовано более 16 тысяч сотрудников. Активно продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Важным вектором развития остается целевая подготовка кадров. Поддержка президента России Владимира Владимировича Путина и высокая оценка развития здравоохранения – это результат последовательной работы под руководством главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Сегодня мы не только улучшаем условия для пациентов и врачей, но и активно привлекаем специалистов, поддерживая их и создаем возможности для профессионального роста. Наша главная задача – обеспечить жителям республики доступную и качественную медицинскую помощь. Глава региона выразил благодарность Владимиру Путину и заверил, что приложит все усилия для оправдания доверия и продолжения курса на развитие республики. Спасибо, Владимир Владимирович, мы не подведем вас, но если вы даете добро, то если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу вам. Знаю, Рамзан. Всего вам доброго. Успехов. Халимат Шахидова, Ибрагим Батаев. Неделя. В ходе рабочей поездки в Москву Рамзан Хаджикадыров провел встречу с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайна. Обсудили реализацию текущих проектов, вопросы социальной сферы, а также дополнительные меры, направленные на укрепление экономического потенциала региона. Глава республики также встретился с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Затронули актуальные вопросы взаимодействия с федеральным центром, а также приоритетные направления развития региона. Рамзан Хаджикадыров встретился и с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Рассмотрели достигнутые результаты и ближайшие планы по реализации намеченных программ. Поговорил лидер субъекта и с помощником президента страны, секретарем Государственного совета Российской Федерации, Героем России Александром Дюминым. Обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона, а также наметили дополнительные меры по усилению взаимодействия между федеральным центром и региональными структурами. Чеченскую республику посетила делегация послов стран Арабского залива. Рамзан Хаджикадыров провел встречу с дипломатами и обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества. В рамках визита гости также посетили ряд объектов региона. Подробности расскажет Хава Ахмадова. Рамзан Хаджикадыров тепло встречает послов стран Арабского залива. Гости прибыли из Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Омана. Дипломаты передали слова приветствия от руководства своих стран и выразили благодарность за прием. Глава региона, в свою очередь, подчеркнул, что встреча способствует укреплению взаимодействия не только с регионом, но и с Россией в целом. Ларме початыганы Россия регионшка хая дохчу угур хал региону тходереги цаникет ишти ардолия. Тахан Россия регионшу хая хотса күгүл хову тапачалыш бол почтия вежерл дошия чогергл дошия. Ишти регион хакият. То ялх посолу арабская заливерия дакни санпийский залив арбоя ялх почалхия тех коп посолия духлуину келбекин. شيء بلغار كل بوش. شيء دامون هبجيجل دو جادو دو يدرسي دو يبتشخشي وجيجل دو جوه В ходе прогулки Рамзан Хаджикадыров обратил внимание гостей на особое дерево, выращенное из отростка дерева из Иордании, под которым сидел пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха.
نزرعها في تغن بتشالشكا هي فالم شتوج أو قدام الله هي صوتن تدور جاك شتول فالما بيش هي دادية صوتن دا أيتون سعودي فصول باشا سعودي قاشتن خيتشن سعودي الكعبة دوستن خزماش دقينا هي سعودي عورستن بس خزماش دقينا чего. После в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, верующие совершили пятничную молитву. Проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. الله دال باخوي هديلت إيمان دلين بوسب ناخشيخ كيرلش شو دل مالويل بوسب نش دلش مية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هديلت إيمان دلين بوسب ناخ كيرلش سو الله ديلخ كير مديا الزرية قان دون دوش قيمة ديالنا شاشخوك يشتن حوصلش به الله دال ديل يشنو با صلى الله عليه وسلم دال باخشن هيش يلي دنيا شو حوشيخ كيرح قيمة دين شاحو برغت وقروهون دنيا شاحو برغت ليلا قيمة دين شاحو قير وروهون. Встреча продолжилась в неформальной обстановке за накрытым столом. Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество, уделив внимание экономике, сельскому хозяйству и гуманитарным направлениям. Отдельно отметили введение с 11 мая безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией, что откроет новые возможности для бизнеса и туризма. Обсудили и перспективы образовательного сотрудничества, включая программу обмена студентами между исламскими учебными заведениями. يقعدوا جيجلو شاغدرية قاستنية إقليميشكي أغور سيسك خزاشن أغورية نوكشيشونية تبتشاق سي جيجلو شاغدرية أشتو هينز قاستنا قشرة هينز أدين استيما يهدون دا سعودينا رسينا يقع هي بيزويزو ريجيم يشو إشتيا يسنو أربو بتشاق شو فيزيو يقع تو وين يقع داستغرية نيقشية مارش خردو حوصن فيزيو قاسا يقشا سندل تون تودو ترتوريشية نوكشيشو باكالا وقال كوزا هي أربو كاسن В рамках визита гости посетили могилу Ахмата Хаджи Кадырова в селе Ахмат-Юрт. Гостей встретил председатель Совета алимов Республик СКФО Ходж Ахмед Хаджи Кадыров. Послы почтили память первого президента Чеченской Республики, отметив его роль в установлении мира на чеченской земле. سيده أردات سهل صدق الزو عربي مخش كحلو كويت يحلسو قطر يحلسو بحرين يحلسو سنغال يحلسو مروكو يحلسو سعودي عربي يحلسو وسو متقي قد كبريت سيشتكاس عنه قميلش درخ اللتها خوتشيرح الخلق دوزي ترتسه خل الأنبولش هو يحكن ذيقر صعيت نقشي شوح قعيد الله توشو رمضان لأم قوتش بيشة سوقون والشخينح ليلسو مصو متعسون كرينرك تخيخ دوغلوزش عربي مخكرة بوصل بوجري دال قرآن إنما المؤمنون إخوة مؤلرة خيوجري كرين تكون مصو متع اسنو تدقي دي شو تهر صداقر رو يوهو ته Делегация также посетила Грозненский ипподром имени Саид Хусейна Закаева. Здесь специально к приезду гостей организовали конно-спортивные состязания. Завершением дня стала концертная программа во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Перед гостями выступили звезды чеченской эстрады и хореографические коллективы. Во второй день пребывания делегация продолжила знакомство с Чеченской Республикой. Гости посетили новый район имени Владимира Путина и ознакомились с современной архитектурой и уровнем благоустройства. Затем гости направились в Шали, где осмотрели одну из главных архитектурных достопримечательностей региона – мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Хочу поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за данное приглашение. В Чечне я нахожусь второй раз. Я еще раз убежден и благодарен тому гостеприимству, которое Чеченская Республика нас окутывает, тому щедрости и добродушию от чеченских властей. Мы видим эту мечеть очень великой. Касательно его названия имени шейха Мухаммада ибн Абдилля, пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, и мечеть истинно является достойной той величия имени пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям. Благодарим, мы всегда оставляемся добродушны и открыты к чеченскому народу. Будем стараться чаще приезжать. И еще раз благодарим за теплое приглашение.
Визит послов государств Арабского залива стал значимым событием для региона. Чеченская республика остается важной площадкой для развития связей между Россией и исламским миром. Хава Ахмадова, Саид Амин Ибрагимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики «Неделя». В Грозном во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню чеченского языка. В числе почетных гостей участие приняли глава республики, представители органов власти, деятели культуры, науки и образования региона. Подробнее в следующем материале. На торжественное мероприятие, посвященное Дню чеченского языка, прибыл глава региона в сопровождении соратников. Гостям представили выставку, которая отражает достижения всего чеченского языка и литературы. Подвижнее навел, что хаз выставку, хаз был, что выставлял, если ерду, Аллах тарч, варбер болш, сюртилар болш, Россия бол, варбер болш, Аллах тар махадош, вал табич. Мусадон, да. Kulttuurin ministeriössä idävät sun lärän min ajoista. Sen kinskjötä. Koda islah litteratur, folklor, histori, istaytı kontinçü diğer amaç ak ilmanın ministeriössä da sağve ministeriössä akademi ariyaklar üniversite işkinçü taytı konlahit. Ak her kinç koyan isust gitsamın o kadar orada takin etubla idogari ayo sebegdo إذا بيعرف كنت أجلس دكتور تكتيك بدو جيني كده وشو كين جاي بوي سيها كورس عن تعش مفتي حتى ما جاينا أريح نزلنا الشغل حقول لنا للطيور. Рамзану Хаджи Кадырову также продемонстрировали уникальную модель перевода. Чеченский язык теперь доступен в Яндекс.Переводчике. Это наши гости, непосредственно сотрудники Яндекса. В предыдущие годы выдавали поручения, чтобы наш язык, уже как и некоторые языки, которые уже были переведены и включены в Яндекс.Переводчик, тоже был. Сегодня с коллегами мы эту работу практически закончили. И на 100 языков. Вот что в данный момент могу сказать, очень много материалов, мы автоматически версии материалов. Это версия метана قيمة مخنق أسخر شو ملوش متى إيروغ للبيدات ملوش متى داش. قبعي إزر سوا предложение حياتنا جوا تانا ليردش مسيوق شيء أخا شيء إزر أول شيء تراغيني أول أرفض رابي بقون سيوق شيء بعدا ما شيء قبله آخر إنترنت شو أخليه وتصق آخر أدلنا تليفون شو предложение скачать يوريش شيء نقطة клавиатура يوش استعوي شغل إلبشتوش قيازي أتاه دويزة سو сразу معني داقش بباطر. Одним из самых древнейших языков России считается чеченский. Огромную роль в его сохранении и развитии сыграл первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. В своем выступлении министр образования и науки региона Хошбау Дедаев подчеркнул важность традиций, культуры и родного языка. مدز دخل قار دقل دقل شو درجية نخشي مت دينز نخشي قومن سيلح قام تيل متبور شيدشني شورت اللو نخشي قوم عادش خزدين نخشي قوم غلقش خزدين لقرش لقيني سيلح متبوع علمنش شرليح كارجير شير متبوع بوخش خيستوش حبي أنا خلبال نخشي موت شي زامني شي أمري دائما حتى صباحنا شتية دائم شين صح تيبن لورة تعط ماشين تحلتن بال نخشي موت تغنقول قبل قوي. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил всех с этим важным для всего региона праздником. Он подчеркнул особую роль родной речи в сохранении самобытности народа, его культурного и исторического наследия. Salam marhaba dedik olmasaga azdaga de aldoshu tanale için nohçi met dejdens nohçi qam deşlan muqazaca o yu nohçi mot İşt olur ve halacı mehdas resi turpalgoç Kadir Abdülhamid Ahmet Ayş ve ilmani akademimiz binci vitallamaş tüyeşalı madar nohçi mot iza dünyana uggadi aşiriç met sabu izvayn qoman baham bu iz عالش بر يعني تقول بر وين ذكر دو دالا وين تدعى أتو بر دا تعبت كيول دا نوشي موت بيزا
Amod iman doelwen beer stuchwad vai duurderschat. Nochtje mot tabuch, raskmat buch. Zeg zoals dol dana na zeg raskmat bizarres. Zo diga dat nochtje mot aanberge duurdan. Strado chwa beer dit gezade wel is. Skole wel is. Nu de lacht chwa renen mot bucha. Da is beach bi hoes bats. Nochtje mot der oelia shojol dag nochtje relvat. Nochtje bo gudu hoor dat da duurdan nochtje burblag ben dalet bo. Работа по сохранению чеченского языка проводится на всех уровнях. 1500 учителей в школах передают детям знания, родная речь звучит в вузах, а ее ценность упоминается в проповедях. Собравшиеся также почтили память выдающегося писателя, поэта и драматурга Мусы Ахмадова. Его не стало на 70-м году жизни. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وله اللهم إن كان محسنا في إحسان وكان محسنا فاغفر له وارحمه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة بحقك وبحق رسولك المصطفى يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد فاتحة دليق الويلخزاء. Ислам Иршов, Асхаб Керимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Говорили о социальной поддержке участников СВО и их семей. Также обсудили дальнейшие задачи в этом направлении. Подробно в нашем репортаже. Межведомственная комиссия, занимающаяся решением проблемных вопросов бойцов, участвующих в СВО и их семей, работает результативно. За последний год рассмотрено более 1100 обращений. Об этом в ходе встречи с Рамзаном Хаджи Кадыровым докладывает заместитель председателя правительства, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Бойчон не улух шашку столойчон худу муду да наха шеш больше метап бек болбаш будет в этом направлении кратси доза. Ларме мехда Рамзан аждайрес хыл танкерен уш кетерн дائما اسو دا لوچ بول وجدي церц абол цер дюзуш гергер нах церн юш долхма моссо организация министерство ведомство астем внимание хватит в первоочередном порядке цер милха дол вопрос рассмотреть да диез ала хала хваттин задача эсбалана айн правительственной комиссию нохчишва ويا اسو احيوش بول قوي وجري цер гергер черци цер чурнааци цер чейци массерци связяду по телефону массер связяусо аишта ويا комиссия да швайбо Рамзан ويا групп шина цер дахнан ва чуа больше чуа больше гергер нах дюзул шеш участники СВО больше духпо групп шина каждый день дабьёч болбо Рамзан ашта эт группе чуа ويا республикира духпо ведомство представитель шпо чу эзнаше дуэл дол хаттера да это министерство здравоохранения касательно этого дала больницы был бешен сандарб юш адамик ала олева министр здравоохранения царь сразу отреагировать до так киол ведомство профильное шавек направление чуа групп чуа дольше царца каждый день. Существенную роль в поддержке играет региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Общий объем помощи, оказанной семьям участников СВО из Чеченской Республики, превысил 3 миллиарда рублей. На апрель 2026 года фондом оказана финансовая благотворительная помощь на сумму более 3 миллиардов рублей здесь, внутри республики. Кроме того, царь малоимущие, остро нуждающиеся семья акшлуш моссуар ана осталдо по республике цер движуш более 3 миллиардов рублей. Фонду саадахкин жильем обеспечено 60 семей участников СВО Рамзан-Мач. Комплексная поддержка оказывается и через фонд «Защитники Отечества». Проведено сотни мероприятий, оказана помощь тысячам участников СВО и их родным. Особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью. Фондом проведено 766 мероприятий, 74 из них благотворительные акции, в которых приняло участие 7,5 тысяч участников СВО и членов их семей. Для нуждающихся ветеранов СВО с инвалидностью предоставляются протезы, спортивные коляски, автомобили с ручным управлением. Также проводится адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Всего адаптировано с новейшим оборудованием помещений и придомовых территорий 28. В частности, Министерство здравоохранения, смелха лечения есть так было, даже вплоть до того, что одна из региональных мер царь нёл зубной протез, церк шлечитер
отдельно больничка, шей цейр кабинет, хаялер моссу ауэр в первую очередь ном порядке, что она остал я шлух сан Рамзан. Глава региона поблагодарил Дудаева за ответственный подход к делу. Он также подчеркнул, что поддержка участников СВО является безусловным приоритетом. Максимально В завершении глава региона призвал не сбавлять темпы работ в этом направлении. Ислам Миршов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров также провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии Чеченской Республики Умаром Байхановым. Обсудили подготовку к предстоящему единому дню голосования. В проведении выборов будут задействованы 20 территориальных и более 500 участковых избирательных комиссий. Сюжет Халимат Шахидовой. В ходе выбранной кампании на различных уровнях будет замещено более 400 мандатов, в том числе в 15 муниципальных округах и городе Грозном. Голосование может стать многодневным и пройти с 18 по 20 сентября, если соответствующее решение утвердит ЦИК России. Об этом в ходе встречи с Рамзаном Хаджи Кадыровым говорит председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Умар Байханов. Впереди у нас ответственный период проведения выборов главы Чеченской Республики, депутатов Госдумы и парламента Чеченской Республики, а также муниципальные выборы. Как проходит подготовка к выборам, как себя показал проект «Информ-УИК», насколько он эффективен и когда начнут оповещать избирателей по этой системе. Есть ли какие-то трудности на данном этапе? Чеченская Республика номер 41 одномандатный округ, где будет избираться один депутат в Госдуме. На выборах депутатов парламента у нас 41 депутат должен быть избран в парламент. Они пройдут по пропорциональной системе, то есть политические партии выдвинут своих кандидатов и, соответственно, народ их изберет. Хошервой на муниципальном уровне выбор Шлахурю, муниципальная округашка, где будут избираться 340 депутатов. Скорее всего, ЦИК России примет решение и голосование пройдет в течение 3 дней, 18, 19, 20 сентября. В проведении выборов будут задействованы 20 территориальных и более 500 участковых избирательных комиссий. Общая численность членов комиссии составляет почти 5000 человек. При необходимости предусмотрено создание до 10 временных избирательных участков. Выбор Чечен биш республика постоянно 20 территориальных избирательных комиссий, плюс 534 участковых комиссий. Дополнительно от 534 участковых комиссий, что временный участок, один СИЗО будет, если больница Шкаха, воинская часть Шкаха, чтобы был максимальный обхват избирателей, чтобы все желающие могли проголосовать. По состоянию на начало 2026 года численность избирателей в республике составляет более 800 тысяч человек, превысив показания 2021 года на больше 100 тысяч. Также в выборах могут принять участие политические партии, имеющие соответствующее право, включая региональные отделения, действующие на территории республики. По состоянию на 15 апреля 2026 года в базе данных ГАЗ-выборы находится более 867 тысяч избирателей. По сравнению с 2021 годом, сегодня у нас разница более 112 тысяч избирателей. Это еще раз говорит об эффективности проводимой социальной и экономической политики руководством республики. Всего в Российской Федерации 19 политических партий зарегистрированы. Из них 10 политических партий имеют представительство Чеченской Республики в региональном отделении ШЮ. На данный момент на территории Чеченской Республики изъявили желание и которые имеют хоть какой-то потенциал для участия в выборах. И Олшеши партию — это Коммунистическая партия, ЛДПР, Справедливая Россия, Единая Россия. Кроме того, в регионе будет продолжаться реализация проекта «Информ-УИК», который предусматривает адресное информирование избирателей через поддомовой обход с использованием мобильного приложения. Этот механизм позволяет довести до граждан всю необходимую информацию о выборах и уточнить данные в списке избирателей. В рамках «Информ-УИКа» 2248 обходчиков у нас планируется мобильное приложение, что нас информировать биш выбор был кандидат шмышкут акция данных базы способы голосования. Каждый атому будет сонгшолчен стагвайтер белгалдиш и «Информ-УИК» планировать.
Рамзан Хаджикадыров подчеркнул, что выборы являются главным показателем доверия народа к власти. По его словам, этот процесс позволяет объективно оценить, насколько кандидаты и руководители всех уровней справляются со своими обязанностями. Если народ мы устраиваем, то мы можем дальше продолжить. Мы не обещаем золотые горы, будем делать то, что мы делали. Выбор кажется сложным, уверенно, постоянно высокая явка избирателя из-за результата деятельности властей югендача, политика, Подводя итоги встречи, глава республики поручил обеспечить максимальную прозрачность и законность предстоящего голосования. Главная задача – создать для жителей региона комфортные и безопасные условия, чтобы каждый смог реализовать свое избирательное право и внести вклад в дальнейшее развитие региона. Халимат Шахидова, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджикадыров проверил ход строительства жилых домов для семей, пострадавших в результате паводков и оползней. Его сопровождали депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов и министр строительства ЖКХ, топлива и энергетики Чеченской Республики Муслим Зайпулаев. Седа Хасиева расскажет подробно. Возведение жилья для пострадавших жителей от стихии ведется на новом безопасном участке, не подверженном рискам подтоплений и оползней. Здесь формируется современный благоустроенный жилой комплекс, отвечающий всем необходимым требованиям. Ход работ инспектирует Рамзан Хаджикадыров вместе с соратниками. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов отметил, что высокие темпы строительства вызывают положительный отклик за пределами региона. Он также выразил благодарность президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова Аймане Несиевне за финансирование строительства нового поселка для пострадавших. строительство, мосок, позамелвек, строитель, шевеги, да, лочу. Далдикан спикам был, ишт, фондан аманун, масана дейрезал, дал масома дая, тубой, дал хаберки, да, харомш мукул элч, да, дегдюни тестюл, что пойдо, жах, листу, что лумш. Ида шадерги ليه تمثال بيركتي خلر برتع خلر خلق أدم شادرجي هون ريزيدوف طبعا وي صح لقيتش خلشتو بيرت وماركا غوشتو مثلا. Работы находятся на завершающей стадии. В настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории, укладывается второй слой асфальта. Открытие домов планируют уже в начале мая. Седа Хасиева, Юсуп Эжиев, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В медресе имени Чимерзы Хусну Занни в селе Мерту прошел республиканский конкурс чтецов Корана. Учащиеся соревновались в знании 5 джузов и первых 9 джузов Священного Писания наизусть. Выступление конкурсантов оценивало авторитетное жюри из числа известных богословов. По итогам конкурса лучшими признаны воспитанники Ахмат-Юртовской школы хафизов имени Зелимхана Кадырова. Победителям и призерам вручили ценные подарки. В Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел региональный этап конкурса «Я исследователь». В мероприятии приняли участие около 180 детей из разных районов республики. Среди них школьники, ученики младших классов, а также правнук первого президента Чеченской Республики Юсуф Мацуев. Конкурс направлен на развитие интеллектуально-творческого потенциала детей и совершенствование их исследовательских навыков. Среди почетных гостей министр образования и науки республики Хожбауди Даев. По итогам состязания лучшие участники
отправятся на всероссийский финал в Сочи, который состоится в конце мая. Динозавр что? Дорс, спинозавр, скорпиус, рекс, тиранозавр, мозазавр. Харуй бара? Дайморфодон. Ду, аж мацхилюешь. За Миллионы лет назад. Хидзая, тятя. Все. Все, дай Юли. Мир динозавров и муги ездил, мы чагино. Ну, цауз книги-то гениесун. Уже фильм шишхаж улвело. Например, цент динозаврша, летающий, татнаш ёк спинашу, татнаш сихнашу, татнаш хвостя яду. В селе Новый Биной завершается строительство жилья для пострадавших жителей от стихии. Работы ведутся в усиленном режиме. Готовность объектов более 90%. Заселиться в новые дома смогут уже через несколько дней. Какая обстановка на данный момент на стройплощадке, расскажет наш корреспондент. До открытия новых домов для жителей, пострадавших от стихии, остаются считанные дни. Строительные работы на объекте уже завершены. В данный момент ведутся установка мебели и благоустройство прилегающей территории. Выравниванием грунта занимается водитель погрузчика Ильяс Ацаев. Житель села Джигурты работает на объекте с начала строительства. Как только он узнал о том, как стихийное бедствие оставило без жилья целое село. Со всей Чечни тут находятся ребята, с каждого села практически. Не только взрослые, но и школьники, и подростки. Кто способен работать, все помогают, поддерживают, чтобы обеспечить нуждающих домами. Всего за один месяц, благодаря круглосуточной работе строителей, возведено более 100 новых домов. Все расходы на строительство жилого комплекса взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. رمضان حاجين ديلي يلشي ريز خل بزن ديل هالبخ خويتك تين وشتقنا خذ واحد خوشش بخذ إين وشتنا خذ ديلي يلشي ريز خلي بزن ديل حوقني خذ خد أين دول شيء عاد خي بلغش بيش بوها غدا قاعد ولادو وبورك شيشتو انتقم شق بولش بوبا دق قدم قاعدو. Сдача домов запланирована на начало мая. Седа Хасиева, Юсуф Айжиев, Мансур Исмаилов. Неделя. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.